Одна из главных проблем в городе – отсутствие водоотведения. Особенно это сказывается в весенний период, когда потоки воды выходят на тротуары и проезжую часть. Сейчас сделали запрос о коммерческих предложениях на разработку схемы водоотведения. И там уже, исходя из коммерческих предложений, будем рассматривать варианты финансирования создания этой схемы, потому что без схемы водоотведения мы не можем полноценно восстановить водоотведение города. Но стоит отметить, что в этом году мы, кроме обычной очистки, также и произвели восстановление водоотведения на улицах Логовая, восстановили водоотведение улицы Зоя Космодемьянская. Все это позволит в следующем году благоприятно нам провести весеннее половодье. На сегодняшний день в городе ведутся работы по подготовке водопропускных канав к весне. Улиц, где чаще всего весной проблемы, 36. Если взять в целом по протяженности, по очистке, только лишь силами техники и людей на данный момент у нас уже порядка 2 километров канав очищено. Ну и в планах где-то порядка еще 500 метров. А какие участки самые проблемные, которые просто необходимо подготовить, на ваш взгляд? Ну, это, конечно, улицы Урицкого, Кирова. Это в первую очередь водопропускные мосты. Понимание, что канава земляная ненадежная, имеется, поэтому постепенно будут вести работы по бетонированию. Пока еще бюджет верстается. Думаю, порядка 1,5 миллиона мы будем предусматривать на очистку, восстановление и бетонирование канав. Уже на бетонирование? Уже на бетонирование. Да, мы в этом году тоже хотели начать бетонировать, закладывали средства на это, но, к сожалению, подрядчик не определился по улице Тахватуллина забетонировать канаву, поэтому эти средства также перенесены на следующий год и будем объявлять аукцион. У нас приоритет – это улица Тахватуллина бетонирование и восстановление профиля канавы по улице Пионерской. Опять же, большой объем на это время рассматривать не стоит. Лишь имея конкретную схему водоотведения, можно говорить о больших объемах работ. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.